Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поручено Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, в том числе в части влияния на качество жизни граждан изменений, достигнутых в ходе реализации национальных проектов. Во исполнение данного указа разработан национальный проект «Жилье и городская среда», одной из целей которого является улучшение качества городской среды и реализация которого осуществляется в том числе посредством федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в состав которого входит всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. От Чувашской республики был разработан проект по благоустройству летнего сада городского дворца культуры в городе Канаш Чувашской республики 12 путей общей стоимостью 125 миллионов рублей. Федеральный бюджет 75 миллионов рублей, местные и республиканские бюджеты 25 миллионов рублей и внебюджетные средства 25 миллионов рублей. При этом в другой части заявки указана общая стоимость проекта – 134 миллиона 200 тысяч рублей. Проект «12 путей» в 2020 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России. В рамках проекта предусматривалось благоустройство центральной части города, парка Дворца культуры, сквера вокруг обелиска славы воинам, вагоноремонтникам, павшим в годы Великой Отечественной войны, участков улиц Карла Маркса, проспекта Ленина и Чкалова. Одним из основных объектов, предназначенных для притяжения населения, должен был стать объект питания, организованный в форме тепловоза и вагона. Сквер должны были достроить к 15 сентября 2021 года. Активисты во главе с координатором Центрального штаба Общества Народного фронта, Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератора тематической площадки «Жилье и городская среда» Светланой Калининой побывали в городе Канаш на проблемном объекте и пригласили представителей Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики и администрации Канаша. 107 миллионов. Давайте сказать 107 миллионов. Давайте. Чтобы на месте выяснить причины несоответствия реализованного объекта 12 путей, концепция, на реализацию которой был выделен федеральный бюджет в размере 125 миллионов рублей. Объясняя причину проблем с благоустройством, каждый из участников, приглашенных представителей администрации города Канаш и подрядчиков, приводил свои доводы. Вот давайте искать воркаут. Это последняя. Ну вот она, да. Вот. Покажите мне ваши какие мафы по воркауту. Открывайте. Мы с прокуратуры хотим. Здесь вообще был такой. Так, мне не надо ваши тексты, я еще раз говорю, картинки мафы. Открывайте все картинки мафы. Какие должны были стоять? Вот здесь же все прописано. Мне не надо в прописанном. Я еще раз говорю, вы защищали мафы вот здесь. Давай. И то, что вы поставили, и то, что у вас здесь, оно не идет сейчас в разрез. Я вижу уже парк совершенно не то, что вы должны были сделать. А удешевление ваших мафов и закупок меня не интересует больше. Для прокуратуры. МАФу рознится на вопросах та же. Сметная стоимость прилагается ко всем проектным решениям. Открывайте, какие МАФы у вас в кварталах, спортивных площадках. Вот сказок нас слушать. Их подписать и писать чиновникам. Но только я слушать уже не могу. У меня уже закончились лапша и колен. Я уже больше нет. Найдите мне мафы, пока мы идем с прокуратурой смотреть. За паровоз, который должен стоить сколько? Вы закрыли, посмотрите, паровоз по цене сколько? Цена вопроса, кто знает? Почему я знаю, а вы нет? Однако оправдания порождали новые вопросы. Это 10 миллионов рублей стоит у вас паровоз? Нет. Зачем? 3 миллиона, у вас по закрытым МАФам, который вы отчитались в Минстрой России. 8 миллионов 970 тысяч.
МАФов на Вы 8 считаете, я Это читать не вместе могу со проектную столиками. документацию? 14, прости, миллионов. 14 Это тысяч. всего МАФов. Нет, паровоз. Нет, паровоз Нет. 7900. Давайте смотреть. По мнению членов Центрального штаба Общества Народного фронта, это является показателем неэффективного использования бюджетных средств. Цена вопроса вот этого и то, что картинка. 7376. Вот тот паровоз 320. 776, Это укрупненный который полностью, они Нет, да? по проекту не так. по проекту. Нет. По заявке или По заявке или по проекту? По проекту у нас все четко по проекту здесь. Да что вы говорите? заявке. Вы отчитались Минстрой по цене этой А мафии. по заявке это же все супер. Нет, Заявка паровоз была одна, относится потом 7 миллионов. проектировалась. Правильно? Нет, у вас концепция и проектирование должно быть в одном ключе. Потом, У когда вас- проектанты уже проектировали, Я еще М4, раз говорю, по-моему, вы выигрываете концепции, и если бы концепция, которую вы представили, не понравилась бы комиссии, и то, что вы вот здесь описали все, вы бы не выиграли конкурс. Второе. В отчетах, документах, которые Минстрой учитывал, стоит ваша смета по закупке, то есть они уже знали, какие мафы они будут ставить по какой цене. Бывает, что 20... Вы отчитались ими уже в конце года. Что паровоз 7800, что вот этот вартаут по другой цене, что вот эта горка совсем по другой цене. Максим, называй цену мне да, у нас детской заказчик горки. Сейчас. Детской горки. Да. Я нашла за этими документами Я для выбирал. себя нашла прям очень хорошую для вас. не стоит отправляться именно. Во! После на третьем проекте, во! Стыдно Данилову и вам. Вы что из меня хотите сделать здесь? У вас стоит балансир для инвалидов, где они показывают? Из всего концепта 2 шестеренки вижу. Это не паровоз, это не тот паровоз. Это паровоз за 3 миллиона, а не за 8. Счет стоит на сайте Минстроя Российской Федерации. Я вам его, если надо, прям перешлю сейчас. Это то, что мне сегодня прислал сейчас председатель комиссии, которые отчитались, что здесь, в Канаше, вот такой план и вот такая полностью отчетная документация. Вначале предполагаемый концепт, дальше проектное решение и дальше сметная стоимость по растительности, по лавочкам, по мафам. По какому концепту они что ставят? Или должны были поставить. Все удешевление, начиная вот отсюда, вот, идет в 3 раза меньше, чем вот таких лавочек там нет. Растительность. Макс, сколько мы с тобой смотрели? Нет, 1 700 000, посмотри точно. И какой высоты? Туи у нас с вами практически. можжевельник, туи, Покажите мне Каштан. 200 барбарисов. марисы. Где 200 штук? А вот подожди. 200 штук? По объектам 200 штук. У нас не выжило порядка 5 туй на солнечной стороне. Туи сколько у вас? Акцентуй. Вот эти вот 50 сантиметров высотой, стоимость каждой туи у вас сколько? Макс, открывай смету. Слушайте, я помню всю страну, вы не помните, что построили. Просто это был год назад. 3000 рублей. Где Садовский? Каждая туя 3000 рублей, высота 1,20 м, 1,50 м. В Чебоксарах стоит. Вы мне 50 сантиметров туи показываете за 3000 рублей штука? У вас барбарис 200 рублей штука. Ой, 200 штук, 354 барбариса по 200 рублей штука. Куст барбариса. А не за 37 рублей на дачу я купила вот такое вот. Сколько Борис? Сколько вот этих? Надувается из резины. Бывает, чистили. Ну вот он, ничего у вас не вычищено, там где песок постоянно. Еще больше бывает. Так оно- Бывает. У вас должно быть смыкание по ГОСТу, резинового покрытия, хотя бы вот так должна быть обязательно, чтобы ноги могли обтираться, либо брусчатка, либо что-то, чтобы на резину этот песок не наступал. Консультируют с проектантами, да, работаем. Сделаем. Сами сделаем. Эту перекладывать будете потом? Это нет, это добавим, да? Вы
почему паровоз не за 7800 рублей куплен, а за 3,5? Нет, у вас по проекту другой паровоз. Нет, смотрите, вот Вы картинку концепцию Да, знаете? я знаю. Что у вас там стояло? Там чешская оборудование стоит. чешки. Чешское вы не завезли. Значит, вы поставили, но цена вопроса должна была быть какая? Та, которая по концепту. И паровоз не такой. Я вот когда по проекту смотрели, все строго по проекту. Вы когда проект рисовали? В 20-м, наверное. Паровоз какой стоит? Проект стоит. А? Проект стоит. Цена вопроса какая? Миллиона 2,5 миллиона. Ну, что такое профиль? У вас в Минстрое стоит заявка на паровоз. 7 миллионов 800 тысяч Там рублей. заявка, по-моему, была в 2 раза больше, чем потом. Ну, денег-то вы взяли полностью? Нет. Как нет? Концепт был на Вам 200 как? миллионов. 125. А вы заплатили 102. Но это с учетом того, 75 миллионов федеральных денег вы сделали за 70 взяли федеральных. Остальное все бюджетирование из совместных бюджетов. Ну и где меньше в 2 раза? Концепция была на 125 миллионов рублей. Проект был такой, куда? Не, ну что, по глазам все не видите? Я же работаю. По проекту работаю. Что, концепт? Как? Вы должны сделать мне концепцию, которую выиграл конкурс. Я администрация, есть заказчик, скажите. А вы заказчиком кого? А вы комитета? Есть же эта вся карта закреплена в одном конкурсе, и они его Это обслуживают. закреплено на обслуживание, а И заказчик вы. объявлялись они тоже. Нет, заказчик вы. А кого вы Мы ГРПС. Это ваша проблема. Муниципалитет. Причем тут песок? Где вы видели обрамление металлическое? Проектное решение. Да нет такого, не могло быть проектного решения, но экспертиза не была. Минстрой, обратите внимание, что дает наша экспертиза, какие сообщения. Где вы видели такие площадки обрамления? Во-первых, вот такого прыжкового варианта, вот эта часть либо должна была примыкать вот сюда вот, как мягкое покрытие, потому что высота какая паровоза? Вот этого не должно было быть песка вообще в принципе. Вот такого бортика не должно было быть в принципе. В крайнем случае песок 30 сантиметров должен был заканчиваться. Какой? Метр 50, метр 60. Прыжковая. Вот это вот нарушение Сейчас всех. просто мы давайте сделаем свое решение, и сейчас дальше продолжим. А это Какая экспертиза давала прокуратуре проверить, что за экспертиза у нас новый технический регламент дает на безопасность средства, может давать только стандарты и ГОСТы, которые сегодня прописаны в новом техническом регламенте. Вот это мозги ваших детей. Это дело случая. Я это вам говорю 100%. Поэтому сюда песок завести сегодня или завтра. Это вам говорю. нет, здесь сертификат есть. Если сертификат окажется липовой и подделкой, то я однозначно уже буду возбуждать, просить уголовное дело, потому что человек заведомо вводит нас с подлогом документов. Шильдика нет сегодня? Карусель на этом месте быть не должна, установлена неверно. Сколько он песка сюда подсыпет? 10 сантиметров? Он что сюда насыпет сейчас вот так песка мне? 7 сантиметров, это значит входит моя нога. Она установлена уже неверно. Мало того, без сертификата. Поэтому сертификат, вы знаете, рост. У меня стандарты прописаны с 1 декабря, зона уголовной ответственности для подрядчиков и для заказчиков в том числе. Поэтому наша задача проверить, и чтобы здесь голова ребенка завязывается шнурок, прокручивается, головы ребенка нет. С вами полностью согласен. Ни одна скамейка сегодня не соответствует тем проектным решениям, которые были прописаны. Ни одна. Российская и претензии. Балансиры, которые здесь стоят, ни один по проекту не подходит. У вас написано 12 дорог написано в проекте. У вас должен быть вагон. Где железнодорожный вагон? Пока нет, он здесь должен быть. Дорожный вагон, это должно быть кафе. Кафе, вот я говорил сегодня, мы Ключи упали, один развернули уже. Аренду они оплачивают с прошлого года. Но Вагон где? вот как раз это
идет не Вы когда коммерческая сдали часть. этот проект? 2 года назад. В Нет, прошлом году сдали. нет, в прошлого прошлом году, в До конца 15 прошлого года, июля. И то с задержкой. Вы должны были сдать его в декабре 2021 года. Вам дали срок, чтобы вы исправили ошибки и доделали проект, как он должен доделать. С паровозами, с оборудованием. И здесь написано у вас площадка железнодорожных путей. У вас балансир такой? Нет. У вас какой балансир по проекту нарисован? У вас концепция для чего писалась? Вы не выполнили ни одного условия, которое мне должны показать. Где железная дорога в балансире? Где стулья, которые должны показать, что я еду в вагоне железнодорожном, где-то сижу, отдыхаю? Где железнодорожная идея? В одном из концептов, кроме этого паровоза. Скамейки, которые со спинками, как раз под вагон, они на второй локации. Здесь, давайте мне покажите свою локацию, вот здесь. То, что я предлагал, что мы поменять местами частично. Пойдемте на карусель. В прокуратуре высота вот этой вот лазалки выше 1,20 м, 1,60 м. Сколько высота должна быть скалы? Не менее 30 сантиметров. Может, и 30, не знаю. Мы используем при мероприятиях либо с одной стороны, в сторону дома, либо зависит от того количества. Сколько денег вы потратили на эту сцену? Эта сцена общая 12 квартир. А у вас? Вот вместе с зеркалами. Сколько здесь мешало? Почему обошлась эта сцена вам? Это не это. Это не А кто подрядчик? подрядчик, к сожалению, наверное. Кто у нас основной подрядчик? Я. Ну, почему обошлась? Цену не я. Ну, вы же про кого-то что подрядчик, генеральный подрядчик? Если им расторгли, построил другой. Расторгли же? Да, мы расторгли. Как это так? Табличка висит там, кто строил. Смотрите. То есть, значит, он генеральный подрядчик. С ним расторгли сцену, выводил проект и другой. Это как? А он получил все остальные деньги? Нет, он вообще не получил. Он только за основу. Он успел это сваять, под основу. А все остальное делал В другой. прокуратуре провести проверку, что-то мне не нравится эта аферная схема. И сразу говорю. Уже вижу по тугам. Уже вижу по песку. Проекция одна. Проект не может отличаться от технического регламента, понимаете? Игровое оборудование все подложенное, не то, которое должно было быть. Нет участия оборудования. Вы мне сказали, покажите, где у нас для инвалидов вообще. Вы сказали, она здесь стоит. Где? Сейчас зайдем, проект мы вам подготовим, покажем. Здесь подкапсы есть. Зачем мне ваш проект? Я уже весь знаю наизусть. Вы мне покажите, где у вас качели. Для инвалидов. Проектной отчетной документации защиты проекта на сайте Минстроя Российской Федерации с тем исполнением, которое вы ставите сегодня. Вложить в территорию. И мне не надо говорить, что вы поставили те качели и карусели. Что украли, не украли. Мы разбираем, мы же каждому копейку Вы проверяем. вообще исполнительная власть, вы не забыли? Ну, я знаю. Мы Значит, исполнять должны то, что вам государство доверило. по проекту все проверяли. Каждый Нет у вас по проекту ничего. концепция отличия есть. А по проекту все сделано. У вас даже по проекту, по ценам, которые читались, не то. Туи одни, я еще раз говорю, меня уже вывели из строя. Когда вас разыгрывали? И какие размеры? Поднимите сейчас. Пока чуть-чуть. 3000 туи у вас в отчетах. Покажите. Каких отчетов 3000? Это у вас. Вы даете отчет, а я их только читаю. Хотя деньги выделялись на конкретные задачи, которые были прописаны в конкурсе. По факту жители республики, так и федеральные власти оказались обманутыми. Нифига себе, 3000. Значит, туя какая должна быть? Читаю, 1,20 м, 1,50 м. Приезжаю на 56 сантиметров высотой. По колено. Что у вас? Вы же отчетности даете. Значит, муниципалитет, как заказчик, сдал Минстрою, правильно? Вы же не с своей головы это взяли. Минстрой ваши накладные КСки
выложил в ту отчетность, которую им дал Минстрой в рамках проекта. И отправил туда. Они фиксируют, отчитываются перед министром. Министр перед нами. Что нового я сказала? Ничего. Если я вижу, что у меня ни одна горка, каруселька, качелька не соответствует с вашими отчетами, то я точно понимаю. Взвесишься от ваших. Третий проект и третий не за что сказать. И вообще спасибо никому. Третий только за один день. Пойдемте смотреть. А что это? Забыли забить? Ну, видимо, да, по-моему. А кто принимал работу? Прокуратуре провести проверку. Провести проверку, сданы акты выполненных работ. Поздно махать крыльями. Кто подписал, что работы сделаны, оплатил деньги за невыполненные работы? Фамилия, имя, отчество. Тот, кто подписывал акты принятых работ КС, и тот, кто осуществлял стройконтроль. Со слов Светланы Калининой, члена Центрального штаба Народного фронта, известно, что степень готовности сквера на сегодняшний день очень низкая. Отсутствует обустройство газонов, фонтан, кафе-вагон, спортивные площадки, малые архитектурные формы и озеленения, а летняя сцена не соответствует заявленному проекту. Посмотрите внимательно. Рост, ну то есть цепь соразмерно балансированной раскачки должна быть, а значит, должна быть обязательно возможность вот этого майка застрахована от чего? От травмы. Дойдите мне в ГОСТах хоть один, что выше. Отметим, что Канаш оказался не единственным городом, в котором объект благоустройства не соответствует заявкам, которые были предоставлены на федеральный конкурс. Цепями. Я так понимаю, цепями тросом надо Цепями. закрепить к земле, да? Понимаете, когда я каждый день вижу, вы же так же со мной читаете эти смерти детей. Вам же вся информация, как и мне приходит. А я еще в судах участвую. Я в следственных мероприятиях, а каждый день этих детей смерти вижу. Вы почему не можете сказать, что не надо этого делать? Приостановить на корню это безобразие. Государственные деньги, смерти детей, вы же знаете отчетный досмотр. У нас 1302, у нас 10 детей каждый день. Либо травмируются, либо уходят из жизни. Либо качаете его до такой степени, пока он сам сюда башкой не тряхнет. Такая же ситуация в городах Маринский Посад, Козловка, Канаш, Шумерля и Ядрин. На взгляд представителей Народного фронта, истинная причина – системные ошибки в области управления. Прежде всего в том, что не был разработан алгоритм реализации данного проекта. Не в 9 класс, пожалуйста, а на прогулку с правилам дорожного учения в этом парке учиться. Я дурила без баяна, честно. Объясните, пожалуйста, 700 тысяч будет. 200 тысяч. Он ночью горит, он чуть не правил дорожного движения. Он должен был быть подключен как нормальный светофор. Какая ночь? Хоть за рубль. Дорожная карта с персональной ответственностью за каждый этап работы, от разработки проектно-сметной документации до контроля за исполнением работ подрядчиком. Отсутствует должная координация региональных и муниципальных властей по подготовке и реализации проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов. Канаш! Вы чиновник, а вы сейчас посмотрите со своими. Все подрядчики провалы видите? Когда исправление? До 1 июня. Покажите мне исправление. Будет до 1 июня исправление. Фотографии. Обязательно. Мы уже не первый раз претензии выставляем. Вот это соединение проекта за 125 миллионов рублей будет такой остановкой. Нормально? Объясню.
У нас дорога в реконструкции, она как На раз какой год? в рамках синхронизации. Вот На здесь, какой год дорога в в реконструкции? августе, вот здесь она заканчивается, вот на этом этапе, дальше начинается следующий этап. Дорога где? Дорога вот центральная. А я говорю о вот этом участке грязи, который я вижу. В составе проекта, ну, реконструкция. Ну что вы говорите, это с какого такого? Да. Дорога где идет? А вот идет вот реконструкция. Мы ливневку меняем, ты еще копать будем? Если ливневку менять, меняй. Где она? А вот как раз, вот где, Тротуар вытащить? конечно, этот в составе, да, вот нужно. Безопасные и качественные дороги? Нет. По итогам поездки Светлана Калинина дала целый ряд поручений в кратчайшие сроки исправить имеющиеся недостатки на определенных объектах городов республики. Кстати, эта остановка будет сноситься, мы с ними судимся, никак не снесем, потому что там коммуникации должны быть. А вот этим тут. А он в собственности? Да, в собственности. Остановка? Да, вот так было. Не в аренде, а в собственности? Вот так было. Поэтому сносим. Земельный участок в аренде, а вот помещение как капитальное. А как вы можете дорогу зайти? Можно? Я не знаю как, это что должно. Оспаривание пытались проводить? Оспорить процесс? Оспариваем, второй год судимся. Всё. А они там просто меняют одного, переуступки делают одному, другому затягивают. Но все равно не все, вон там же снесли. И остановим. Снести это тоже неправильно, а предоставить место не пытались человеку другому? А у нас есть решение прокуратуры и вообще запрет на торговлю, на остановку. Нет, я не против. Я говорю, другую торговую точку, но место Видите, пожалуйста, в предлагай. аренду. Конечно. А в собственность, у него же собственность. У него земля в аренде, а вот это, ну, сама конструкция. Вот это как. Потому что они строили целые. Вот мне, юристу, расскажите, это как? То есть у нас должна быть сегодня проведена проверка, когда как управление преимуществом могло зарегистрировать собственность без наличия своего участка. Я дальше четвертого в суде не могу в дороге. В рекпалате она не зарегистрирована. В рекпалате. Но в суде, вот они сейчас говорят, что мы не можем пока не. Поэтому в рекпалате она не зарегистрирована. Вам не кажется, что здесь уже называется? То есть Белого. сейчас выясняем, то есть мы с вами только начинаем проверку, чувствуете, законным путем. Мне сегодня говорит, нет, у вас уже нет собственности. Нет, давайте мы спросим сейчас. У нас там судебный процесс. Ну, чувствуете, да? То есть есть законы Российской Федерации, которые говорят, если земельный участок, на него надо строить строение. Как только говорю, давайте с вами выявим, сразу, уже и собственность нет. Как лечу я хорошо, правда? Давайте проверку. По этой остановке. Что за Скажи, умное пожалуйста, дело? около ЗК остановка, которая до сих пор не сносится, у нас что там судебный процесс? Какой судебный процесс? Вызывается полиция, делается актирование, делается определенное уведомление. Нет, а что? Дальше вывозится Сама товар, вещь, чтобы собственность? сохранить. Куда? На складирование, запечатывается. Человеку просто сносит, это его собственность. Правильно? Да. А нет, Какую само я веду помещение процедуру? собственности было или как? Нет? Ага, все, хорошо, добро. Решение суда мы выиграли. Да вы его и не выигрывали. Я вам больше скажу. Вам иск не приняли. Потому что если нет оснований, иск не принимается. Чего врете-то? Сейчас ушло все в Нижний, 2 суда мы у них уже выиграли, есть решение сносит. А суды, тема судов, Вот, как раз вот этого незаконно стоит. оно незаконно стоит. Это ваша собственность. Вы с собой судили? Нет, сказать, что мы незаконно собираем. Она не была судом. Закон уширения, поэтому Ну, естественно, ну, чувствуете же пресс, какой слышите? Там же снесли. У вас до 1 мая у меня должна быть информация. А мы вам предоставим информацию? Кто чем тут занимается? Предоставим. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не маялось. Знаете, вот это... Ну как оно? Юристы ничего не было. Скажите. Ну, затягивать время, мы не можем дальше продолжить государственный проект, потому что он будет делать в декабре, потом срочно будет менять подрядчиков, потом будет опять история, которая будет продолжаться, это вечный двигатель. Если человек не понимает, чем он занимается, человек не на своем рабочем месте. Президент в послании, так сказать. Люди транзитом ходят, а здесь не пешеходки нет от ЦК. Ну, человек не понимает, что он связывает.
смотрите. Дайте так, если срочное решение ваше, пожалуйста. Вот сейчас, смотри, идут мамы с детьми. Бешеный под кайфом какой-нибудь водитель. Можете это сделать? Нет. Это все в рамках этого проекта? Вот есть скамейки, как раз в виде освещения. Это не эти скамейки. Так У как- вас в концепции совершенно другие скамейки. И столько скамеек у вас в концепции на одном участке нет. А еще больше могу сказать, столько урн нет на таком участке. Вы помните эту концепцию? В принципе. Ну, расскажите, это же что же было? Общая идея была реализация железнодорожного 12 путей. 12 путей, паровозы, вагонные скоты, где станции, как бы, вокзалы, площади. И пешеходная зона, знаешь? Тему. Продолжение он сказал, там увидим все. Вы слышали там, когда я задавала вопрос, он говорит, туда увидим. Сквера. Нет, у вас сначала идет вот оттуда, пешеходная зона, продолжение, и дальше у вас здесь должны были быть продолжение концерта. У вас есть домашнее задание до завтрашнего совещания. Посмотрите все недочеты, да. Вы не слышите. Что, по вашему мнению, сегодня здесь не исполнил сам заказчик, подрядчик, и мне точно завтра дайте вот именно по Ганашеву. Если вы тоже не сделаете, я должна понимать, стоит вообще вам давать деньги или нет. От вашего ответа завтра зависит история. Мне студия. Калинина Светлана Викторовна, член Центрального штаба Народного фронта. По поручению президента с 2017 года еще руковожу проектом Центра мониторинга благоустройства городской среды. Это конкретно программа по ЖКХ, все национальные проекты, национальный проект «Жилье, городская среда». Поэтому по стране езжу с самых первых дней и работаю в Народном фронте. У вас в Чувашии я тоже не первый раз, уже точно понимаю, и не последний. Канаш, и для меня сегодня третий субъект, который дал разочарование. Одно разочарование, потому что большие деньги государственные были вложены в хорошее благородное дело, где люди проголосовали, что они хотят видеть здесь историю своего города, железной дороги, не потому что станция – это основа вашего города. И огромное количество людей работало здесь и работает. И хотели, чтобы действительно вот эта парковая зона, большая такая, и пешеходная зона, и памятник Стелла Победы, они все привели нас к тому, чтобы мы наслаждались, знаете, этой историей. Плюс ко всему безопасным детством, чтобы дети играли на детских площадках безопасно, чтобы бизнес торговал в красивых палатках, чтобы дворец культуры заиграл новыми красками, сюда приходило как можно больше людей, и вот это место сбора такое положительное, доброжелательное. Детские площадки в опасном состоянии для нахождения там детей. Все игровое оборудование не соответствует ни одним проектным решениям, под которые дали федеральные деньги сегодня. Нет до сих пор того самого паровоза, где должно было быть кафе, все, что бизнес обещал сюда. Сегодня качели опасные, сегодня сцена опасная. Сегодня некачественно сделано все озеленение, которое я увидела, не за те деньги, которые были в отчетности даны. Я не увидела сегодня тех денег государственных, вложений частного бизнеса, региональных вложений. Вообще не увидела того, что хотела увидеть воочию, где что обещали органы власти всех органов. Самое страшное другое ведь, все считают, что они все такие молодцы, герои страны, и что им есть чем гордиться, и вот за это основу, который невозможно уступить. И за то, что сегодня детская площадка, которая не соответствует, противоударная, что подкачили у нас щебенка, где дети могут в Москве оставить на этой щебенке. И всем пофиг. Вот это страшно. Что сегодня почему-то мы идем на каком-то, знаете, поводке, освоили деньги и орден нагрузили. Да никому не надо это освоение, в шоу заигрались. Люди хотят нормальной человеческой работы и жизни. И чиновника видеть его заботой. Если положено повесить качельку, то она должна быть такая, которая должна обезопасить моего ребенка, который играет, когда я на работе, как мама. Если это каруселька, чтобы ребенку не оторвало голову, тогда он крутится. А чтобы мама знала, что на этой детской площадке мои дети играли все вместе, и они друг другу не причиняют
неожиданно, неловко каких-то увечий. Я каждый день, практически каждый день получаю информацию в каком-то городе, на детских площадках. Всегда мы теряем либо с увечьями, несовместимыми с жизнью, либо ребенок становится инвалидом до конца своих дней. И мне кажется, что мы, взрослые сегодня, вот на таком бездарном отношении к своим обязанностям объявили нашим детям войну. И я против этой войны. Я хочу, чтобы взрослые помнили всегда. У нас нет запасных детей в корму. У нас их просто нет. И каждая жизнь нашего ребенка, она бесценна. Это продолжение нашей страны, нашего развития государственности. Так давайте к ним, говорят, как, что даешь, то и получаешь. Поэтому всем вместе взяться, посмотреть, что в наших детских дворах. Почему сегодня качели убийцы продолжают висеть? Почему управляющие компании не вовремя нам привозят песок, где всего 20-30 сантиметров песка посыпать на качельки, и наш ребенок, если упадет, он будет здоров, он будет грязный, он будет в песке. Но лучше вымыть ребенка лишний раз в ванной, но он придет здоровый. Поэтому каждый человек, у которого есть дети, есть внуки, посмотрите, что во дворах ваших сегодня творится. Выходите на субботники, стекла со своей детской площадки. Берите корни, камни, кирпичи. Просто заставьте управляющей компании привезти песок, чтобы ребенок был на мягком, безопасном покрытии. Разве это много? Это мы наших детей любим и рожаем. Давайте научимся еще, чтобы дети видели нашу заботу и сердцем, с душой отдали нам то же самое, когда мы станем старенькими. А когда сегодня человек, подрядчик, сделав плитку, по которой я чуть не сломала голову, или ступеньку, говорит, так и должно быть, значит, я взрослый человек, что-то в свое время в детстве ему неправильно дала. Я тоже чувствую сегодня свою ответственность. Хочу, чтобы хоть доля моих сегодняшних повесток оставила в мозгах чиновников. Страх, наверное, страх. За дисциплину работы, за отработку своих денег перед нами. И тогда я точно буду понимать, что мы точно достучались, и точно послание президента, то, что чиновник на месте носит чин, погоны. И свою должность, как исполнительная власть, должен исполнять в рамках законов Российской Федерации. И значит, я не зря приехал. Разными путями мы начинаем проверки. И через Следственный комитет, и через Генеральную прокуратуру, и через прокуратуру местную, и мы через Счетную палату Российской Федерации. По все эти инстанции, итогом моей поездки будут протоколы. Главное, чтобы мы сейчас начали исправлять то, что неправильно было до этого сделано. В мозгах и внутри себя мы должны точно понимать, надо когда-то начинать строить страну заново. Я просто хочу, чтобы вы стали моими друзьями. Давайте все вместе. Если надо помогать, стрим Народного фронта, каждый понедельник я на стриме Народного фронта. Звоните, я точно ваши проблемы все услышу.